Жаңа ой. Қоғам пікірі. Жаңа Қазақстан. Ирина Смирнова, политический деятель, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан. Более четверти века Ирина Владимировна прослужила на ниве народного просвещения и продолжает поднимать острые вопросы казахстанского образования. В студии Каумедиа народный депутат Смирнова Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, добро пожаловать в студию нашего проекта «Жаңа ой». Все никак не могли встретиться с вами. Наконец увиделись. Спасибо, что уделили нам время и пришли на интервью. Недавно вы писали в социальных сетях, что испытываете проблемы со здоровьем. Да? Как вы себя чувствуете? Как ваше самочувствие? День добрый. Спасибо за то, что пригласили. Нашли время для того, чтобы со мной поговорить. И немножко становится лучше. Спасибо. Если бы депутаты лечились и учились в своей стране, то в нашей системе здравоохранения, образования не было бы таких проблем, как сейчас. Да? Наверняка вы слышали подобные нарекания в свой адрес и вообще. Что вы скажете? Вот в связи с этим напрашивается вопрос. Систему здравоохранения какой страны предпочитает Ирина Смирнова? Я нигде не лечилась, кроме как в Казахстане. И хочу сказать, что со здравоохранением у нас есть проблемы. То есть получить лечение, которое ты реально мог бы понять, что тебя лечит, и ты вылечишься, это достаточно сложно. Во-первых, диагностирование на очень низком уровне. То есть я была у нескольких врачей, и каждый ставит свой диагноз, и какой диагноз правильный, я не знаю. И в конечном итоге я пошла тем же путем, как и все люди, стала искать врачей. Я их нашла. Значит, это врачи, которые в частных клиниках Казахстана. И благодаря им я получила некоторое улучшение своего здоровья. Хорошо. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Вы служите народу верой и правдой. Хочется честью идете. Спасибо. Хочется, чтобы, конечно, здравоохранение, в которое вливается огромное количество средств, и когда ты не получаешь отдачи от этого, приходишь как гражданин любой, и не получаешь никакой помощи, по сути, это вызывает разочарование, и просто не понимаешь, как все это происходит и почему это происходит. Да? И когда потом ты находишь облегчение в простой, какой-то, знаете, просто случайно, я уже по Фейсбуку увидела рекламу, и по этой рекламе пошла, это молодой парень, который занимается с такими, как я, то есть с опорно-двигательным аппаратом, и там получила действительно облегчение. Да? И это человек, которому никто не помогает, да? В него не вливают средства. Да? Он сам за то, что ты ему платишь, он сам развивается, ездит на курсы, на какие-то самостоятельно, и он оказывает помощь. Как? Как это можно объяснить? Да. И я тогда понимаю, что драйвером развития и драйвером помощи становится все-таки частное здравоохранение, да? Система здравоохранения, система образования – это самые актуальные, самые наболевшие вопросы нашего общества. В связи с этим давайте перейдем, наверное, к теме образования. В одном из интервью вы говорили, что нельзя превращать образование в бизнес. Но ведь рыночная экономика диктует свои условия. Да? И, кроме того, бытует мнение, что качественное образование стоит дорого. Где та грань между бизнесом и образованием? Знаете, это касалось государственных школ и государственных вузов, которые все-таки, те, которые имеются, они все-таки должны остаться государственными. Потому что они, по крайней мере, дают возможность бесплатного получения образования. Не каждый может учиться в частной школе, да, или в частном вузе, если не получит грант. Например, нынешний подход к образованию, когда, например, школы сейчас переводятся на ПХВ, это работа на праве хозяйственного ведения. То есть будет законно проведение платных услуг в школе, в государственной. Я для себя, например, понимаю, что это есть тоже определенные проблемы, которые могут возникнуть так же, как и с государственными клиниками, в которых мы были ранее уверены, что все будет бесплатно,
Сейчас даже туда приходишь, тебе предлагают платные услуги, говорят, что у них там что-то сломалось, например, и ты должен куда-то пойти и там получить услугу, но она будет платной. То же самое в школе. Если сейчас платные услуги незаконны в школе, то скоро они станут законными. И тогда вот эту грань разделения платного и бесплатного будет трудно провести. Все-таки нужно оставлять учреждения образования чисто государственные и чисто бесплатные. Я вот за это. Вот именно развитие образования, именно его движение вперед, оно, конечно, больше в частной структуре. Потому что частная структура не так заорганизована, забюрократизирована, она может себе это позволить. И каждая частная школа имеет свое лицо, и каждый частный вуз имеет свое лицо. А вместе с тем государственные, скажем, школы или вузы, они очень зажаты в жесткие рамки. Я, например, увидела большую разницу в период пандемии, когда огромные государственные школы были закрыты, и рядом с этими школами я сама видела, в одном, вот просто огромная школа закрыта, и рядом стоит здание, которое сняли частники, и там сидят плечо к плечу в небольшой комнате 20 человек детей, например, и получают знания. Это в тот период, когда вот та школа, которая была готова к приему детей, там были готовы, значит, вот все было, да, и кварцевание приготовлено, и коврики специальные, на которые нужно было наступать и так далее, и маски для того, чтобы раздавать, да, и эти школы не открылись, государственные. Зато частники, они решили этот вопрос, и мы не увидели роста заболевания среди детей, да, и эти частные структуры работали. Работали частные школы в это время. То есть, когда не работали государственные школы, работали частные школы. Частные вузы могут, и вот КАУ ваш, например, казахстано-американский. Он скоро войдет в число Ассоциации вузов Америки. Да, в список. Да, то есть вы двигаетесь вперед до своего пути, вы где-то можете, вот сейчас у вас идет стройка основного корпуса, вы можете здесь каким-то образом разместиться, вы можете заниматься вечером, вы можете заниматься там в другое время, ну, чтобы выполнить всю программу. Построили школу Казгаса вот перед зданием. Делать какие-то изменения, которые нужны вам, студентам, всем вместе. И думаю, что у вас есть новые подходы, и непременно сейчас проходила свободная среда и так далее. Ну, это здорово все. Да. Как вы оцениваете работу новых министерств? Вот вы ратовали за это долгое время, да, бились. И на ваш взгляд, вот сейчас новые министры, да, просвещения и высшего образования справляются со своей задачей? В правильном ли направлении идут эти министерства? Я действительно была за то, чтобы разделили это министерство. Почему? Потому что Министерство образования и науки, оно, если бы оно приняло хоть одно неправильное решение, то это решение бы имело очень долгие и мультипликативные эффекты и очень долгое по времени. То есть в образовании нет права на ошибки. И когда разделено это, все-таки есть возможность того, что каждый думает по-своему, и подходы будут разные, и как-то будет соревновательность определенная, и конкурентность какая-то между этими двумя министерствами, и все-таки это принесет свою пользу. Вот мне кажется, что когда разделили эти два министерства, Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, мне кажется, это здорово. Для того, чтобы пройти долгий трудовой путь от школьного учителя до депутата парламента, безусловно, нужна колоссальная энергия. Ирина Владимировна, где вы черпаете эти силы? Вы знаете, я в борьбе за справедливость, за правду, за то, чтобы каждый гражданин мог лучше жить, за комфорт, за то, чтобы наша страна была независима, чтобы она могла сама говорить о каких-то определенных условиях и так далее. Вот в этом я. Ну, безусловно, сила энергии человека – это топливо, уровень которого нужно поддерживать, да? Что касается вот переизбытка информации в социальных сетях, в интернете, ведь очень сложно оставаться всегда в ресурсе. Никогда не возникало желания просто удалить эти аккаунты в социальных сетях и вообще закрыться от внешнего мира?
Нет, нет, такого не было. Мне уже становится скучно, и хочется узнать, что там и как. Но я не во многих сетях, я только в Фейсбуке нахожусь. Да. Да, и Вы очень активный пользователь Ирины Смирнова, да. да, больше я нигде не в Инстаграме, нигде абсолютно, потому что я понимаю, что у меня на это времени не хватит. Это забирает очень много времени. И энергии. Да, и энергии, да, потому что вообще проживаешь, кроме того, люди пишут после этого, и начинаешь какие-то вопросы решать, которые тебе задают или просят помочь. Не говоря уже о злых комментариях и так далее, да? Даже прожелать. Я спокойно переношу, да. И там всякие бывают. Как сохранить в себе человека во время смуты? Вот сейчас мы переживаем, весь мир переживает непростое время. И как сохранить в себе человека? Ну, просто быть человеком, да. Просто быть человеком, не загордиться или не загрустить очень сильно, или не поддаться какому-то негативному известию, да, искать что-то положительное в том, что происходит, хотя в том, что сейчас происходит, трудно находить что-то положительное, но все-таки, находясь равноудаленно от некоторых моментов, нужно помогать всем тем, кто оказался в сложной ситуации. И самое главное, не озлобиться. Да, конечно, человеком оставаться. Да, все верно. В кабинете министров 7 мужчин в Финляндии, а женщин 12. Да? И вот реально ли такая картина в нашей стране? Я думаю, вполне реально. И тем более, что женщины сейчас, они действительно очень активны. Они активны в общественной деятельности. Практически все НПО или возглавляют женщины, или в составе большинства. Бизнес, весь малый микро и малый бизнес, в основном это на плечах женщин. Да, женщины активную жизненную позицию имеют. И да, у нас почти 30% женщин в парламенте. Конечно, когда мы говорим о принятии исполнительной власти, об акимах, вот там мало женщин. Хотя на районном уровне есть женщины. Там, где трудно работать, там женщинам доверяют. А где уже попроще, там женщин нет, да? И бытует мнение, что если бы во власти было больше женщин, то в мире было бы намного меньше войн. Вы согласны с этим утверждением? Вот, знаете, не очень согласна. Не очень согласна, потому что вот для меня, да, мне как кажется, что все-таки не важно пол того, кто является руководителем. Это не вопрос гендерного равенства. Это не вопрос гендера, да, это вопрос вообще человечности. Да, человечности. И, ну, знаем тех людей, которые там, Маргарет Тэтчер, которая была железной леди, да, и которая твердо шла по своей линии, да, например, совершенно никаким образом не останавливались ее Ангела Меркель. Да, и Ли Страс, которая вчера только передала 40 дней только да, потому что оказалось, все то, что она предложила, привело к каким-то плачевным результатам. Да, стерлингов упал почти на 30% и так далее. Там много случилось проблем. А вы считаете себя политиком? Я не считаю себя политиком. Я думаю, что я просто человек, я больше учитель. И так как я остаюсь на этой позиции. Да, и политиком, наверное, до конца я не стала. Когда вы бились за правду, за права женщин и детей, да, в своей работе вы уделяли большое внимание этому вопросу. Возьмем ту же самую тему про противодействие, законопроект о противодействии бытовому насилию, да, именно профилактика бытового насилия. Ну, к сожалению, вопрос таки остался открытым на стадии разработки законопроекта отозвали. Я считаю, огромная ошибка. А почему казахстанцы не поддержали этот законопроект? Вы знаете, за этот законопроект проголосовали, петиция была 80 тысяч человек, против проголосовали 20 тысяч человек. Я долго думала потом, почему это произошло. Потому что законопроект, который зашел в парламент, он действительно был такой, который вызывал вопросы. Но когда мы 8 месяцев над ним работали, он был такой вот, знаете, классный, что, мне кажется, того насилия, которое есть сейчас, не было бы. Потому что там была возможность, вот о которой сейчас только начало говорить МВД, что должен быть характер не заявительный, характер о насилии, когда жертва заявляет, а
уведомительный. То есть, когда кто-то может сказать, что вот где-то рядом с нами тут насилие, посмотрите, пожалуйста. Как раз мы это предлагали. Против этого и выступала вот та группа, которая говорила, это будет доносительство. А ведь смотрите, какая ситуация сейчас. Если рядом с вами через стену происходит там скандал какой-то, ваш сигнал не будет принят до той поры, пока жертве не позвонит. Пока сами не обратятся за помощью. Можете представить, что такое жертва позвонит, да? Во-первых, она перепуганная, да? Во-первых, там ее бьют, ломают кости. В эту минуту она должна позвонить. Да, она боится. Да? Мало того, если все-таки позвонила и приехала полиция и забрали агрессора, то через 3 часа его отпускают. И куда он возвращается? Он возвращается туда же. И вот тогда уже жертва понимает, что бесполезно звонить, что он вернется еще более злой. И вот тогда она не знает, что делать, эта жертва. Понимаете? А если бы его забрали, как мы предлагали, и выписали защитное предписание для жертвы, его запретное предписание, чтобы не встречаться на какое-то время, например, на месяц, чтобы можно было подумать. Агрессор должен был поработать с психологами, с тем, чтобы понять, что происходит. Может быть, он, вот этот человек, который является агрессором, может быть, он не знает другого пути налаживания отношений. Да. Может быть, он в семье своей видел такой же и не знает, что можно разговаривать. Может быть, он нуждается в психологической помощи. Да, может быть, в поддержке. Может быть, просто его нужно научить, как выходить из той или иной ситуации, которая возникает в семье. А он знает только одно — закричать, ударить и так далее. Спящие депутаты. Это одна из таких злободневных тем. Во время заседаний, да, депутаты у нас частенько спят. Эта тема давно стала объектом для насмешек. Как вы думаете, почему именно на заседаниях депутатов так тянет ко сну? Может, атмосфера там какая-то особенная? Это был, по-моему, 1 или 2 случая, когда вот что-то показывали именно от тех депутатов, которые были, да? Да. В особенности это было в прошлом созыве, да, вот как-то там кого-то сфотографировали. Вот. Иногда, я не знаю, может быть, это тот момент, когда просто человек прикрыл глаза, да, его сфотографировали. Когда ты сидишь, да, может быть, о чем-то думаешь, да, там, да, и так далее. Я не думаю, что человек просто спал во время этого заседания. Да. Но вместе с тем надо тогда подумать, а по времени сколько идут эти совещания, да, заседания? Если они идут 3-4 часа, и если там не хватает воздуха, да, то это тоже не очень хорошо. Конечно. Не больше 1,5 часов должно быть эти совещания. Ирина Владимировна, вы довольно активный пользователь социальных сетей. Я на вас подписана, читаю ежедневно ваши посты. Но кроме вас в парламенте заседает еще 106 депутатов. Но почему-то мы не видим такую активность, да? Может быть, не замечаем, может быть, они как-то иначе подают информацию, либо не так борются за справедливость, за правду. Вот как вы думаете, в чем секрет вашей популярности? Ведь не зря вас называют народным депутатом. Сейчас очень многие находятся в сетях, и у каждого свой стиль, и мне кажется, у многих очень информативный именно по законопроекту. Но у меня уже другой стиль, я так и пишу, как писала, да, примерно. А они пишут, вот, и у них тоже много подписчиков. Но дело не только в письме, а дело, наверное, в другом. Может быть, вы близки, да, по духу, да, простым гражданам. Может быть, вы всегда идете на помощь, всегда отзываетесь. Стараюсь я отозваться, да, всегда, конечно, получается что-то. Но каким-то образом стараюсь. Но я хочу сказать, что вот нынешний созыв, он очень профессиональный, и здесь очень много людей разных профессий, и распределены они по комитетам в соответствии со своей профессией, со своей квалификацией. Да. И, например, я наблюдаю высокую квалификацию при рассмотрении законопроекта. Вас знают, о вас говорят, вас уважают. Но есть и те, кто критикует. Бывают и обидные, да, посты посвящают вашей личности, упоминают о незнании государственного языка, иногда затрагивают тему вашего гражданства, якобы вы родились на Иссыкуле, значит, вы являетесь гражданкой Кыргызстана, да, хотя это совсем не так, мы все это знаем. Вот что бы вы сказали этим диванным критикам? Недоброжелателям. Да, я не считаю их недоброжелателями, они так считают, да, это их право так считать. Я просто там объясняю, да, я родилась в Кыргызстане, потому что это была одна страна, и просто мои бабушки с дедушкой там жили, и мама поехала
меня туда рожать, потому что там, где они жили с папой, там не было роддома. Это был военный городок Гвардейский, вот где находится биологический институт, где сделали Казбак, да, вакцину. И там просто не было роддома, и поэтому я родилась там, территориально. Да, вообще-то всю жизнь мы жили в Казахстане. Вот. Поэтому И учились вы здесь, и учились. Да. Я в Казахстане, вот в этом же Гвардейском, в шикарной школе, у нас были замечательные учителя. Вот. То есть, ну, я не обижаюсь, потому что люди спрашивают, они имеют право. Потом кто-то обижается тоже, и я их тоже понимаю. Вот так вот они потыкаются куда-нибудь, да, туда ткнутся, сюда, и не получат ответа, и думают, ну, все такие, и думают, и это такая же, да, и где-то и я такая же бываю, где-то и я там не отвечаю, и не делаю, потому что там не успеваю, там, или еще что-то. И люди обижаются. Я считаю, что это правильно, пусть критикуют. Критика — это тоже мнение. Да, и я потом подумаю, может быть, я что-то там изменюсь. Если да, может, я делаю ошибки тоже, конечно. Да. Вы депутат 6-го и 7-го созывов. Планируете баллотироваться на 8-й созыв? Ну, мы посмотрим сейчас, что будет дальше. Я думаю, что будет очень серьезная борьба. Вот сейчас значит, мы выдвинули президента вместе с другими партиями, создали коалицию народную и поддержали нынешнего президента с тем, чтобы он дальше мог продвигаться и бороться за место президента. Мы стали вместе. Но я думаю, когда мы пойдем в Мажилис, это будет очень серьезная борьба. Просто очень серьезная в этом году, потому что это мажоритарный уже подход, есть партийный. 30% это 30 человек будут идти, пройдут по отдельным спискам самостоятельно. Я думаю, могут быть самовыдвиженцы. Это могут партийные быть, могут быть беспартийные и так далее. И это изменит работу затем Мажилиса точно. Но борьба будет непростая. Сейчас мы все строим новый Казахстан. Наша страна в процессе трансформации, так скажем. Вот как вы думаете, чего ждут простые граждане Казахстана от нового Казахстана? Чем старый Казахстан будет отличаться от нового? Знаете, все ждут, наверное, справедливости по отношению к себе. Да, все ждут равных подходов к каждому. Все ждут равного закона для всех, чтобы не было так, что для одного закон, а для другого обойдут этот закон. Какие преимущества получит наша молодежь вот как раз при становлении нового Казахстана, да, справедливого Казахстана. Если это справедливый Казахстан, то, конечно, тогда каждый молодой человек получит возможность подниматься по карьерной лестнице и представлять и развивать нашу страну будут самые лучшие, а не потому, что они племянники, сыновья или дочери. Да. Да, или там 10-я вода на киселе, но обязательно кто-то должен там сопровождать их становление. Но это просто ужас какой-то. Я с вами согласна. Прежде всего, молодежь должна поверить в справедливость. Конечно. И только тогда начнутся реальные действия. Ирина Владимировна, проект «Жаңа ой» — это медиапродукт Казахско-американского университета. Для вас наши студенты, обучающиеся по специальности журналистика, подготовили специальное блиц-интервью. Ваша задача — выбрать один из понравившихся ответов. Итак, рубрика «Жаңа ойдың жауабы». Ирина Владимировна, лучшее качество в человеке – доброта или честность? Честность. Какой из городов оставил след в вашем сердце? Алматы или Астана? Алматы. Любимая площадка для общения – Facebook или Instagram? Facebook. Что пьете по утрам? Чай или кофе? Горячую воду. Какого питомца заведете в дом? Собаку или кошку? Никакого. Выберите жанр – роман или рассказ? Рассказ. Куда пойдете при первой возможности? В кино или же в театр? В театр. В чем вы выглядите лучше? В платье или в брюках? В платье. Ваш любимый вид общения в мессенджерах – это голосовое или письменное сообщение? Письменное сообщение. Спасибо большое. Спасибо вам. Ирина Владимировна, вы заслужили любовь граждан благодаря своим смелым высказываниям, конструктивной критике и доброте. Абай, великий наш поэт Абай Кунанбаев, он всегда восхвалял борцов за справедливость. И вот что он говорил, позвольте процитировать. «Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек». Пусть бюст Абая напоминает вам о нашей встрече. Спасибо, что пришли на наш проект «Жаңа ой». Спасибо, большое. Как нет,
Спасибо вам за бюст Абая. Я люблю читать высказывания Абая, и мне очень нравится его высказывание о том, что каждому человеку нужно дать возможность исправиться. И тот, кто не дает такой возможности исправиться человеку, ну, тот не очень человек. Вот, поэтому Главное оставаться человеком. всегда оставаться человеком. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, подписывайтесь на канал Каумедиа, ставьте лайки и пишите в комментариях, кого бы из героев хотели видеть в следующем выпуске нашего проекта «Жаңа ой». «Жаңа ой» мен «Жаңа Қазақстанды құрайық».